Новый статус, новые перспективы. Открывая выездное заседание Президиума регионального правительства, Юнусбек Евкуров первым делом отметил первоочередные задачи, стоящие перед властями Сунжи с присвоением статуса города, среди которых переселение граждан из аварийного жилья. Новые квартиры в Сунже в скором времени получат более 50 семей. Здесь завершается строительство многоквартирного дома. Актуален также вопрос прокладки водопроводной сети. Здесь опять допускается очередная ошибка, которую мы допустили в Галашках и в других местах. Центральную трубу проложили, а теперь каждый житель сам себе там воду отведет. С ума посходили, что ли? Это так бывает. Но каждый отведет себе. Один отведет диаметр там 100 метров себе в трубу затянет и всю воду закачает себе водой. Начально. А другой там 20 сантиметров. Ну, определите там, цена вопроса там с каждого дома. Сколько там, 10 рублей. И подрядчик пускай все делает. Почему это нельзя делать? Один из самых больших плюсов для Сунжи – это федеральные программы социального развития. В новом городе появится сразу несколько объектов образования, здравоохранения, спорта и жилые дома. Большое внимание уделяют и улучшению условий ЖКХ. Взять старый центр, сегодняшний центр, то изменения здесь будут в тротуарах, улучшены в освещении. В принципе, освещение надо сейчас здесь, новое асфальтирование. Строения, в принципе, такие же останутся у нас. А в плане есть два места у нас как бы запланировано, куда мы с главой республики уезжали. Там будут соответствовать 21 веку, новые строения, новые всякие там государственные учреждения. В новом городском округе со временем начнут претворять в жизнь программу по улучшению социально-экономического положения. На сегодняшний день уже разработан план по реализации генерального проекта города с очертанием всех зданий, парков и скверов. В своем докладе министр экономического развития республики отметил социально значимые проекты первоочередной необходимости. Это такие объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 42 на 24 метра с универсальной игровой площадкой, 4 школы на 540 мест, 4 детских сада на 220 мест, детская школа искусств, детская и юношеская библиотека, дворец культуры, Сунжское отделение туберкулезного диспансера на 50 посещений в смену, родильный дом на 100 коек, центральная больница на 600 коек, инфекционная больница на 170 коек, городская детская больница на 100 коек, склад специализированного медицинского снабжения и центр хранения вакцин, стоматологическая поликлиника для взрослого населения на 100 посещений в смену, стоматологическая поликлиника для детского населения на 70 посещений в смену и консультационно-диагностический центр для детей и взрослого населения на 200 посещений в смену. Это все привлечет новых инвесторов, что в свою очередь станет еще одним шагом к развитию города. Около 400 миллионов рублей частных инвестиций привлекли власти Сунжи с 2015 года. Однако для улучшения инфраструктуры города эти показатели необходимо повысить. Особое внимание глава региона уделил вопросам качества предоставления и оплаты коммунальных услуг. Как можно не платить за газ, за свет, за воду? Отключайте. Вот там, где можно удержать зарплаты, почему этого вы даже не делаете? Почему человек не платит за газ, за свет, за воду, спокойно получает зарплату? Небольшая, но все равно зарплата получает. Почему? Если бы вы месяц не раз вот так собирали бы у себя здесь, вот так же, как вот здесь сели сами и сажали бы всех газовиков, энергии своих районов, начальник управления образования, главврач больницы, который отвечает за всех ФАПов, за все здесь, в этом городе. Выступил бы, товарищ там Девлой, если он по газу отвечает, сказал, вот в списке, вот фамилии. А вы сказали начальнику управления, если вы в течение там 2 недель или недели не заставите рассчитаться, эта бумага пойдет наверх, и я буду благодарен. Почему вы ни с кем не работаете? Глава республики также затронул проблемы санитарной очистки территорий и несанкционированных свалок. По итогам прошлого выездного заседания Президиума регионального правительства был составлен генплан и дан ряд поручений властям Сунжи. Однако после инспекционной поездки по городу глава региона убедился, что не все они были выполнены. Работы не проведены. Не восстановлены сроки, ни в каких сроках. Нет генплана. Было дано поручение по высадке Ростова, Доши, там, по дороге в аэропорт, справа, слева.
и ликвидации несанкционированной мусорной свалки в районе Белогорска. Тоже не совсем. Добросовестно относиться. Здесь полностью там не вина там городских властей по свалке. Поэтому комитет по экологии здесь у нас. Да, надо разобрать это по нашим властям. На заседании также обсуждался вопрос общественной безопасности на территории городского округа, проблемы ЖКХ, благоустройства города. В завершении местные власти отметили, что Сунжа с каждым днем потихоньку преобразовывается. Однако средств на реализацию предстоящих задач в бюджете города нет. И попросили Юнусбека Евкурова оказать городу поддержку в виде дотаций на сбалансированность. Ферида Мишоева, Жамалил Тамасханов, Новости 24.